Помидоры у вас дороже? Помидоры нет, помидоры у нас, смотрите, помидор зависит от качества зависит, да, и у нас помидор бакинский. Эта оптовая база по продаже фруктов и овощей открылась 2 недели назад. Комиссия сравнивает цены с рыночными. Килограмм картошки в розницу 48 рублей. На рынке более 70. Лук за 45. Огурцы стоят 121 рубль, когда на других торговых точках почти на 30 рублей дороже. Цены на морковь и капусту не сильно разнятся. А по пятницам у предпринимателя действует скидка 5% на все товары. Замечаний не последовало и со стороны Роспотребнадзора. Продукция размещена на специальных поддонах. Ценники установлены. Также зарекаются, что к приближающимся праздникам цены поднимать не будут. У нас на праздники даже цены ни 1 рубль не будет добавляться. Чисто мы работаем, свой процент добавляем там какой-то и все. Мы не равняемся с рынком. Далее проверяющие направились в сторону оптовых складов по Чеченской улице. В состав комиссии вошли представители местной администрации, Минпромсвязи, Минсельхоза и Роспотребнадзора. У следующего предпринимателя цены проверяющих порадовали. Мука за 1000 рублей, 10 килограмм сахара теперь на 200 рублей дешевле, заявляет продавец. Правда, ни на одном товаре нет ценников. 950 доктор. 10 килограмм галях. Ага. А на сегодняшний день 750 доктор. 200 Это рублей. 200 рублей. Разница 200 рублей. А чай сколько стоит? Насколько чай разница? они не сняли. Не сняли, да? Закупа нету. С наличием сахара теперь нет проблем. По словам продавца, он отсутствовал на прилавках 2 дня в начале марта. Следующий ангар является одним из крупнейших дистрибьюторов республики. Здесь закупаются розничные магазины. Цены в основном пока остаются прежними. Сообщают, чай подешевел незначительно, на 10%. Однако проверяющие возмущены ценниками на других товарах. 10 килограмм сахара – 810 рублей. Почему у вас сахар 900 граммов стоит 90 рублей? А я вам номер дам, а почему у них он такой дорогой? Вы можете позвонить? Можете? Я вам номер дам. 110 рублей килограмм. Я оптовый склад фия. 110 рублей килограмм. Это килограмма не бывает здесь, 900 граммов. Я могу номер... Не надо мне никакого номера. Не сжать. Поставщик заявляет, именно этот сахар закупается дорого, а их наценка составляет всего лишь 10%. На месте дистрибьютор звонит производителю, с которым заключен контракт на прямые поставки с завода. Объясняет, почему не снижается цена. Стоимость продукции, она связана не только с курсом доллара и евро, а это совокупность факторов, которая влияет на ценообразование. Мы сахар сами не производим, мы его фасуем. То есть покупаем сырье, фасуем в пачку и продаем. Соответственно, на ценообразование влияли отпускные цены от производителей сахара. Что касается всей остальной продукции, сейчас в нашем ассортименте огромную долю занимает импортное сырье. То есть установленные сегодня цены сложились за счет того, что сырье было закуплено во время повышения доллара. Новый курс валют отразится на ценах, когда получат новое сырье. Далее комиссия направилась в розничный магазин. Здесь килограмм картошки стоит 60 рублей, сахар 75, морковка 80. Цена на пачку соли выросла до 38 рублей. 25 рублей, 20 рублей. 38. Это очень много. Соль. Это самое дешевое, что у нас есть, да? А вот подсолнечное масло «Злато» дешевле, чем у оптовиков – 145 рублей. Дорогим удовольствием для обычного обывателя, по словам комиссии, особенно стало сладкое. Цены поднялись от 30%. В магазине в ходе проверки оказался поставщик конфет. 550. Да? 550. А ёх бел да ёх? А с 550 я yok кшлатыш. 550 я ёх. Полностью. Ну, а Ну, сюда а теплее, ассортимент хамия 450 адыныш, 500 адыныш, 550 адыныш, ярик ассортимент хаяс. Производитель объясняет высокой ценой на сахар, заявляет поставщик. Например, карамель, которую завозили из Казахстана, раньше стоила 180 рублей, сейчас 300. Все сладость, все связанное с выпечкой, все подорожало из-за сахара. Ну, сейчас чуть-чуть пошел спад. Спад насчет сладости, чуть-чуть финики подорожали. Но сейчас уже цены начали падать.
Когда начнут снижаться цены, ведь доллар падает, этим вопросом сейчас задаются практически все покупатели. И ценники на прилавках пока мало кого радуют. Комиссия по мониторингу цен отмечает, как и везде наши предприниматели повышают стоимость товаров с гораздо большей охотой, чем понижают. С целью стабилизировать цены на продукты первой необходимости по поручению Махмуда Али Калиматова в регионе еженедельно проходят ярмарки, где представлена продукция местных сельхозпроизводителей. Представители Минсельхоза сравнили цены по итогам рейда. Ярмарочные цены и цены рыночные, они, конечно, в разы меньше. Например, в магазинах у нас капуста стоит в районе 88 рублей, до 100. На ярмарке она стоила 60 рублей. В том числе и остальные продукты борщевого набора, они тоже были намного ниже, чем на наших рынках. Например, даже взять ту же муку, наше предприятие предоставляла его, вывозила на наш рынок, в том числе и на ярмарке. Мука стоила, где стоит маква, например, в районе 1500-1800, наша мука стоила выше сорт 1000 рублей, второй сорт 900 рублей и, соответственно, третий сорт стоил 600 рублей. Изначально цены подняли из-за геополитических и экономических рисков. Сейчас цены на нефть падают, рубль укрепляется, но импортные товары дешевле не становятся. По словам экономических экспертов, есть ряд факторов, из-за которых поставщики и производители не пересматривают цены. На снижение стоимости товаров препятствует сокращение предложения из-за ухода основных зарубежных поставщиков, неопределенность сроков замещения их продукции и рост производственных затрат. Также еще не налажены логистические цепочки. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.